Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас ищет? Кто скоро объявится? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Кто вас ищет? Кто скоро объявится? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты. Так, мои милые, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь, видите, какая долгая, длинная дорога. Либо речь идет о том, что вы очень давно не виделись, прям значительно давно. А у других отыграется, что человек прям очень далеко от вас сейчас находится. И сама по себе дорога занимает много времени. Вот именно этот человек вас ищет, разыскивает, и именно этот человек совсем скоро объявится. Показывают, что с этим человеком у вас какие-то яркие вспышки, яркие моменты были. То есть как-то хорошо и весело проводили время. Либо много хорошего вас связывало и объединяло, и даже какие-то моменты счастья, да, вместе вы испытывали. Что вас развело, я не могу сказать, здесь это не показано. Но вижу, что человек столкнулся с тем, что вы, ему прям желанны, очень сильно нужны. Вот как будто бы он понял, что именно вам сердечко отдано, и что без вас вот таких моментов счастья в жизни нет. Ни с одной другой женщиной он этих моментов счастья обрести не может. Но этого человека вы точно знаете. Вот вспоминайте, с кем было весело, с кем было хорошо, с кем вы были счастливы. Вспоминайте. Либо очень давно не виделись, либо человек именно сейчас очень-очень сильно далеко от вас находится. Прям совсем далеко. Вот именно этот человек. Вижу, что этот человек душой и сердцем к вам стремится, именно к тому счастью, которое с вами испытывал. И вижу, что этому человеку есть что вам сказать, есть что вам предложить. И также, мои хорошие, он находится в той степени, как говорится, отчаяния, да, когда ему уже все равно, сколько нужно там ехать, скакать, плыть, ползти. Вот он готов на все, лишь бы вас увидеть, лишь бы с вами встретиться, лишь бы, я не знаю, обнять, поцеловать, вдохнуть ваш запах. Да? Вот он прям мечтает о тактильности с вами. Возможно, все ваши фотки в социальных сетях он уже там засмотрел до дыр. Вот. Хочется тактильного, да, вот прям обнять и не отпускать, прижать к себе прям сильно-сильно, да, и не отпускать. Об этом он думает. Так, человек какие-то подарки вам присматривает. Либо это в прямом смысле слова кольцо. Кольцо, как предложение. Предложение там: будь моей женой, будь моей невестой. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Так, вижу, что этот человек, он с какой-то еще другой женщиной общался, и эта другая, она просто вот настолько сильно его выбесила, настолько сильно он в ней разочаровался, что он такой: все, с меня хватит, да, я не хочу такой жизни, я не хочу тебя видеть, вообще уйди, испарись. Вот. Та другая женщина, получается, его подтолкнула к вот такому вот решению, да, ехать к вам, ехать за вами. Либо благодаря той другой женщине до него наконец-таки дошло, что именно вы и есть любовь всей его жизни. Только в ваших руках его счастье. То есть, если вы, например, когда-то были в треугольных отношениях, да, и эти треугольные отношения по какой-то причине там
дали сбой, и вы, например, ушли, либо там мужчина как-то вильнул хвостом, то теперь вот он такой: все, мне ничего не надо, мне все равно, что я потеряю, да, я решил все отдать, лишь бы вот счастливым быть, лишь бы рядом с любимой быть, в таком ключе. Не знаю, мне почему-то кажется, что вы его то ли заблокировали, то ли он специально хочет вот именно наскоком приехать, так, чтобы вы там не успели никуда от него спрятаться. Не знаю, вот какая-то линия идет непонятная, блок, как секретность, да, что вот я там по секрету еду, но вдруг и правда вы не хотите его видеть, либо вы ему сказали, что не хотите его больше видеть. И он такой думает: блин, ну это ж она убежит куда-нибудь спрятаться, что я буду делать? Нет, я втихую, так, чтобы и сюрприз получился, и чтобы она не смогла от меня спрятаться. Ну и также, возможно, да, вы там разнервничались, обиделись на него и просто его заблокировали. И у него нет никакой возможности как-то до вас достучаться. Может быть, вы не берете телефонную трубку, когда там с неизвестных номеров вам пытаются дозвониться. Может быть, у вас закрытый профиль в соцсетях, что не так-то просто вам написать, да, в таком ключе. А может быть, вы в принципе соцсети не ведете. Может быть, вы за это время там сменили телефонный номер, запросто может быть. Может, даже переехали куда-то, да. Вот. Ну, в общем, он вас долго искал, и теперь он движется по направлению к вам, чтобы сказать о своем сердце, о своей любви и счастье. Ему хочется счастья с вами. Как-то так выглядит. И еще, девочки, такой момент, что он о вас многое знает. То есть он не просто так двигается в вашу сторону, он о вас многое узнал накануне, например, что вы там ни с кем не встречаетесь, либо вы не замужем. Может быть, парень есть, но вы не замужем. Он такой: нормально, короче, я смогу. Я пободаюсь за право быть рядом с этой женщиной. Вот, поэтому едет, встречайте, вот она, его лодка стоит. Он едет. Так, еще одного персонажа показывают. Но здесь человек больше похож на какую-то родную душу. Родственник, скорее всего. Родственник — это может быть и мужчина, и женщина. Человек, который в свое время вас чем-то обидел, либо, в принципе, обижал вот как-то по жизни, да? Как-то плохо относился, обижал. Может, в детстве вы там как-то конфликтовали, может, уже и в зрелом возрасте, да, человек как-то некрасиво с вами поступил. Теперь вы этому человеку очень сильно понадобились. Как будто бы без вас нельзя что-то сделать, либо что-то нельзя решить без вашего участия, без вашей помощи. А может быть, где-то подпись нужна ваша на каких-то документах. Вот, этот человек вас разыскивает, но не так, что прям очень сильно разыскивает, но тем не менее удочки забрасывает. Ну да, что-то родное чувствуется. Родственник по крови, родственница по крови с вашей стороны. Острая необходимость, ну либо не такая острая, просто необходимость, чтобы с вами о чем-то поговорить, где-то нужна ваша помощь, либо ваше участие в таком ключе. Не думаю, что вас сильно порадует эта встреча, но тем не менее, уже время прошло, вы повзрослели, вы оба уже изменились, и, возможно, получится исправить все то, что было раньше. Да? Возможно, человек попросит прощения, возможно, человек действительно уже ведет себя как нормальный, адекватный человек. Но почему нет? Это все-таки родная душа, и каждого родственника нужно беречь и хранить. Да. Здесь кто-то, кто общается и с вами, и с тем человеком, даст на вас наводку. Да, прям наведет, скажет: там она живет, туда иди. Вот ее телефон. В таком ключе. Женщину взрослую показывают, которая даст на вас наводку. Так, еще, мои хорошие, показывают парня, ну прям парень, молоденький, хорошенький, такой симпатичный, высокий, худенький. Даже не просто худенький, у него такая, знаете, худощавая структура, но он с мышцами. Красивая у него фигура, и личико очень смазливая, красивая. Но он прям молоденький. Вот этот парень, он вас видел в жизни, может быть, пару раз. Но вы на него произвели такое неизгладимое впечатление,
что этот парень, он вас просто разыскивает, вот ходит по улицам большого города и всматривается в каждое женское лицо, пытаясь вас разыскать. Ну, это, конечно, утрированно я сказала, но тем не менее. Парень, который, ну, вот как будто бы впервые влюбился, вот так мне идет, вы его первая любовь. И девушки, кто прям среднего возраста, постарше, как там, бальзаковский возраст, да, вы особенно повспоминайте, потому что этот парень, он пытался в свое время обратить ваше внимание на себя. Он пытался за вами ухаживать, он пытался быть максимально услужливым. Может быть, этот парень, он бармен, может быть, официант, может быть, какие-то, не знаю, услуги вам оказывал этот парень. В общем, пытался вам там намекать, посылать вам сигналы, что вот-вот, смотри, какой я, ты мне очень нравишься, да, может быть, что-то получится. Ну, а вы, скорее всего, посмеивались над ним и думали, ой, какой молоденький, да, какой глупенький, в таком ключе. Вот здесь, с левой стороны, показано, что этому парню, конечно, очень тяжело придется в поисках вас. Скорее всего, кроме имени он-то особо ничего не знает про вас. Ну и если большая разница в возрасте, то навряд ли вы обрадуетесь этому парню, если он вас найдет. Вот. Но произвели на него впечатление, он штудирует социальные сети, он по имени, да, и месту, где он там вас видел, встречал, пытается вас найти. Конечно, затея абсурдная, но кто его знает, может, ему повезет, и он действительно сможет вас найти. Все-таки первая любовь — это очень серьезное чувство, и да, как бы по правилам жанра, она всегда такая вот несчастная бывает. В общем, парня вы покорили, вы задрали планочку для всех других женщин, вот, потому что ни одна другая с вами не может сравниться. Вот почему-то показывают его, очень сильно возбуждает запах. Может быть, у вас какие-то духи, очень такие игривые, возбуждающие. А может, именно на вас они так ложатся, да, там соединяются с феромонами вашей кожи, и вот такой неповторимый вот шлейф идет. Ну, в общем, он вас ищет и по лицам, и в соцсетях, и по запаху. Он просто вас разыскивает. Это молодой парень, очень симпатичный. И, кстати, очень хороший парень. Из него хороший мужчина получится, достойный. Вот, девчоночки. Но не показали, чтобы он прям вышел на вас, нашел. Может быть, всему свое время. Но, тем не менее, часто о вас вспоминает, часто о вас думает. Покорили, поразили, украли сердечко у юного паренька. Ну, так иногда бывает. Да. Я не вижу, что вы тут что-то специально делали, что вы прям хотели соблазнить этого парнишку. Но нет, он сам в вас влюбился, его прям очень сильно к вам потянуло. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.